все преступления уже наверняка расследованы. Все так хорошо и спокойно в Белом городе, что уголовный розыск занимается такими делами. Ко мне подошли 3 сотрудника, один из которых сразу же в лицо мне предоставил корочку, которую даже не успел зафиксировать. Представились сотрудниками уголовного розыска и сказали, что они обязаны мне вручить предостережение об неучастии в неформальной конференции Баркемп, которая должна была пройти в Белгороде с 10 по 11 июля. Ну, собственно, она и в любом случае уже не прошла, о чем сказали организаторы, но, видно, сотрудники полиции этой информацией не обладают. Вот. Самое интересное в этой ситуации было то, что мне эту бумагу вручали, спросили, вы будете ее подписывать? Я, соответственно, сказал, как и 2 дня назад, что я не буду ее подписывать. В таком случае сотрудники полиции меня уведомили, что я должен буду пройти вместе с ними для того, чтобы в присутствии 2 понятых, которые они найдут, предоставят, я напишу отказ о том, что вот от получения этого предостережения. Интересный момент в том, что мне сказали, что, собственно, это же мои проблемы, и у меня время поджимает, а полицейским спешить некуда. То есть меня поставили фактически при формальном наличии выбора, то есть либо пройти и писать отказ, либо, собственно, подписывать здесь и сейчас и не опоздать на самолет. Мне предоставили этот выбор. Но понятное дело, что если через полчаса самолет, а куда-то проезжать для написания отказа, для поиска понятых и так далее, мне поставили вот в ситуацию, когда выбор чисто формально есть, но фактически принять его у меня нет возможности. Либо отказываться от отпуска, возвращать билеты и, собственно, портить себе окончательное настроение. Поэтому мне пришлось подписать эту бумагу. После того, как я подписал бумагу, просили они еще и даже требовали, чтобы я написал, что я согласен. Я говорю, там такого нет, я просто ставлю свою подпись и на этом все. Поставил подпись, распрощались с ними и мы улетели. Ощущение было такое, когда к тебе в аэропорту, к добропорядочному гражданину, не имеющему проблем с законом, приходят 3 сотрудников уголовного розыска, как будто бы я не в Белгороде, а под Воронежем, с известной ситуацией последних недель и задержанием одного небезызвестного белгородца. Поэтому я рад, что сотрудники уголовного розыска рано утром, то есть это было в районе половины 7, находят возможность, чтобы втроем приехать в аэропорт города Белгорода, чтобы вручать предостережение прокуратуры, главному редактору СМИ. Вот все преступления уже наверняка расследованы. Все так хорошо и спокойно в Белом городе, что уголовный розыск занимается такими делами. Я очень рад. Что касается самого предостережения, посоветовались с юристом. Юрист меня проконсультировал, и после моего прибытия из Калининграда мы будем решать, что делать в данном случае. Оспаривать, обжаловать это решение или не обжаловать. То есть взвесим все и примем решение. Потому что я не являлся организатором Баркемпа, и никакого отношения к организации этого неформального пикника я не имею. Я спикер, который согласился поучаствовать и рассказать о своем опыте в журналистике. Я считаю, что неформальные и какие бы то ни было другие образовательные мероприятия, это те мероприятия, которые имеют право проходить. И люди имеют право обсуждать проблемы домашнего насилия, онкобольных, инвалидов, журналистику, все что угодно. Это никакие не митинги, простите. То есть это обычное гражданское общество, гражданский активизм. И пытаться на людей давить за это, мне кажется, очередная попытка показать, что что-то происходит не совсем нормальное вокруг.